В 17:50 18 августа 1991 года президент СССР Михаил Горбачев был изолирован по приказу путчистов в своей крымской резиденции в Фаросе. Это происходит за несколько дней до подписания нового союзного договора. О том, что в Советском Союзе совершен государственный переворот, страна и мир узнали 19 августа в 5 утра, когда ТАСС начало распространять сообщение об образовании ГКЧП. Через час по радио и телевидению было объявлено о введении в стране чрезвычайного положения сроком на полгода. В Москву были введены подразделения бронетехника Кантемировской, Туманской и Тульской дивизий. Утром президент РСФСР Борис Ельцин прибыл в Белый дом, здание Верховного Совета РСФСР, где был организован Центр сопротивления ГКЧП. В час дня Ельцин обратился с танка к гражданам России, призвав дать отпор путчистам и вернуть страну на путь конституционного развития. С этого момента началось активное уличное сопротивление. Вокруг Белого дома начали собираться толпы людей. Были построены баррикады. В это время заговорщики объявили о закрытии демократических изданий, а по телевизору, кроме коротких сообщений о ГКЧП, шел только балет «Лебединое озеро». В 22:36 10 танков Туманской дивизии перешли на сторону протестующих. Утром 20 августа редакторы 11 закрытых газет объявили о начале выпуска общей газеты. ГКЧП отдает приказ военным, КГБ и милиции начать подготовку штурма Белого дома. Кровь пролилась в ночь с 20 на 21 августа, когда протестующие попытались заблокировать бронеколонну на Садовом кольце. Погибли 3 молодых людей – Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Утром 21 августа начался вывод бронетехники из Москвы. В 22:00 генеральный прокурор РСФСР Степанков выносит постановление об аресте бывших членов ГКЧП. Глава МВД СССР Борис Пуга и его жена Валентина застрелились, не дожидаясь ареста. 23 августа Ельцин подписывает указ о приостановлении деятельности КПСС на территории РСФСР. А на следующий день Михаил Горбачев уходит с поста генсека и призывает своих соратников распустить коммунистическую партию. В СССР начинается парад суверенитетов. Республики одна за другой объявляют о своей независимости.